Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. В 280 школах Татарстана будет усилена охрана. На это республика выделила почти 500 миллиарда рублей. Об этом сегодня Рустам Минниханов объявил на августовской конференции педагогов. Она проходит в Актанышском районе. Современное образование, его качество, безопасность детей в школах и за пределами, обучение на родных языках – важные темы главного педсовета. Есть вопросы по завышению оценок ученикам, мертвым душам в училищах и практике для школьников. Кто попал под критику, кому поставили 5 и о новой полилингвальной гимназии Адымнар расскажет Салават Мухаммадуллин. Путь к знаниям и согласию в Актаныше начинают вместе с Рустамом Миннихановым и Минтимиром Шаймиевым. Сегодня они открывают уже 4-ю в республике полилингвальную школу Адымнар. Первую из таких на селе. И она ничем не уступает по условиям городским комплексам. Өзі бик зор батырлық. Біз Актанышқа зор үмітлер бағышлаймыз. Әлбәттә, мында гимназия бик матур эшләп килә. Бу комплекста, Адымнар комплексында республика өчен үрнәк булыр дип ышанып калабыз. Гимназия-интернат Адымнар Актаныш – это целый комплекс. Он объединен уже с действующей гимназией для одаренных детей. Теперь там будут учиться до 5 класса. Дальше в новом здании. Жеңіл болмай ол, но шулық уақытта баштап жібергеннен де ауыр бола алмай ол. Енді мен тәге төбәте кемедім, шынкай Адымнар мәктәбінің біздің шушы фуражкасы кепкісі деп айтып, мен де аны бір жерге айтып қоярсыз, қарарсыз. Я имею в виду символом. Строительство полилингвальных комплексов Адымнар – инициатива Минтимира Шаймиева, поддержанная Рустамом Миннихановым. В новой школе теперь смогут учиться 360 детей. Обучение на русском, татарском и английском. Есть возможность учить арабский язык. Вот я был во многих странах, подобные школы я видел только похожие, мягко говоря, но они отстают в оснащении, тем не менее. Я видел только в Дубае и несколько школ в Англии. Но все эти школы находились в столицах, они не строят такие школы в селах. В селах не строят. И эти школы там платные, 25-30 тысяч долларов надо в год, чтобы учиться. Это абсолютно бесплатная школа в сельской местности. Ребята, от вас только требуется не подвести ваше старшее поколение. В этой школе будет 50 видеокамер, которые не просто будут передавать сигнал на пульт охраны. Для детей в Адымнар цифровые лаборатории, мастерские, спортивные и хореографические залы и информационный центр. Прежнее здание, оно было старый проект, и кабинеты были такие тесноватенькие. Очень шикарно, коридоры хорошие, удобные. И 3 этажа для нашего села, мне очень нравится. Пока успела посмотреть только снаружи, но очень интересно, как будет внутри. И очень хочется посмотреть, какие там классы и как там все будет происходить. Школа мне очень понравилась и снаружи, и снутри. В этой школе можно изучать разные языки. Я очень хочу изучить тщательно английский язык. Здесь же будет работать филиал Шаян ТВ. Он в Актаныше уже 3 года. И сегодня президенту презентовали первую тикток-фабрику детского телеканала. Рустам Минниханов поддержал юных блогеров, которые популяризируют татарский язык через интересный контент. Сейчас у нас 1 августа на Шаян ТВ стартовала тикток, Шаян ТВ, фабрика тикток. И сейчас мы вместе с ними работаем над контентом. Нам очень нравится, мы постоянно на связи. И у нас здесь есть свои блогеры, свои корреспонденты. Символично, что в день открытия полилингвальной гимназии сегодня здесь проходит и традиционная августовская конференция. В этом году ее главная тема – современное образование, возможности для каждого. За последние 2 года в республике построили 58 детских садов. Только в этом году 7 новых школ. Становится больше 100-бальников ЕГЭ и медалистов. Только при этом есть вопросы к рейтингу, где Татарстан по качеству образования на 22-м месте. Одна из проблем, отбрасывающая нас на такие позиции, необъективность оценивания, которая напрямую связана с профессионализмом учителя. Вот министр сегодня сказал,
15% в Буинском районе, значит, 21% в Муслюмовском. Претендентов на медали не подтвердили свои результаты. И я обращаюсь к министру, команде его, совместно с главами разобраться детально в этих вопросах, принять исчерпывающие меры. Самая важная для нас с вами задача – поднимать уровень образования не вот в элитных школах, те школы, которые исторически показывали результат. Вот наша с вами задача, чтобы все остальные школы хотя бы не лучший показатель брали, а поднялись на несколько ступенек выше. Особое внимание на педсовете национальному образованию. С 2022 года в России будут внедрены новые стандарты. Президент поручил усилить работу по новым учебникам на родном языке, включение переводных в федеральный перечень. Прошу обеспечить паритетное использование государственных языков в соответствии с законом о языках народов Республики Татарстан. Держать на личном контроле вопрос организации обучения и воспитания на родных языках, уделив особое внимание дошкольному образованию. Обращение к главам и от министра образования. Усилить работу психолого-педагогических центров и служб. Трагедия в Казанской гимназии, кибербуллинг, деструктивные сообщества в сети. Дети чаще обращаются к психологам. Сегодня психолого-педагогические службы работают в 25 муниципальных образованиях республики. Прошу глав рассмотреть вопрос улучшения материально-технического обеспечения данных центров и придания им статуса юридического лица. Республика выделяет 500 миллиарда рублей на охрану 280 самых больших школ республики. И к ним могут добавиться почти 2000 школ. В любом случае вопрос безопасности. Родители должны быть спокойны, когда их дети, находятся на учебе. Мы несем полную ответственность. То, что ребенок пришел в школу, и мы приняли решение по первой и второй группе выделения финансирования на физическую охрану. Это достаточно большая цифра. В план бюджета мы его вкладываем. 457 миллионов рублей. Но эта третья группа будет рассматриваться попозже. Важна безопасность и за пределами школы. В этом году на дорогах погибли 11 детей, 286 были ранены. Глава ГИБДД просит ввести специальный предмет или увеличить часы на изучение ПДД. Рустам Минниханов обратил особое внимание на ситуацию в училищах и колледжах. В ходе проверок в ряде обнаружены мертвые души. Были установлены случаи непосещения обучающимися занятий или систематических их пропуска по неуважительным причинам. Вообще бардак, это вообще непозволительно. Это обман, приписки. За непринятие мер по осуществлению должного контроля за посещаемостью 7 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 руководителя уволены. Это Апастовский, Черемшанский, Дрожжиновский. Но вы еще слепые, что ли, не видите? Это же все идет потом к нам. Эти люди, эти дети, они там находятся в воздушном пространстве. Также среди задач от президента заполнять ресурсные центры в контакте с бизнесом и предприятиями, продолжать цифровую трансформацию, не завышать оценки ученикам, идущим на медаль. В целом, работа системы образования оценена положительно, а лучшие ее работники сегодня получили госнаграды. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Актанышский район. С выпускниками, набравшими 200 баллов на ЕГЭ, сегодня общались Рустам Минниханов и государственный советник республики Минтимир Шаймиев. Таких ребят в республике 11. Всего 100-бальниками стали больше 250 выпускников. Поэтому в этом году по итогам ЕГЭ Татарстан – один из регионов-лидеров. Я считаю, что это огромный труд лично вас, огромный труд ваших педагогов, наставников. Благодаря вашему старанию вы оказались единомышленниками и вот результат. Как держать ребят по жизни? Сегодня 100 лет со дня рождения нашего соотечественника, героя Советского Союза татарина Гази Загитова. Именно он водрузил знамя победы на Рейхстаг в 1945 году. В своем инстаграм-ролик о его подвиге выложил Рустам Минниханов. Память о герое хранится в наших сердцах, подписал президент свой пост.
В день векового юбилея Гази Загитова в Мишкинском районе Башкортостана открыли мемориал. Солдат, который держит знамя победы, теперь стоит в самом центре села. Это образ Гази Загитова, и это часть большого мемориального комплекса «5 героев», который посвящен героям Советского Союза. На открытие монумента приехали сотни гостей, делегация из Татарстана, глава Башкортостана Радий Хабиров, военные и родственники Загитова. Солдат со знаменем победы в руках — олицетворение самого Гази Загитова. К подножию памятника сегодня несут цветы. Сегодня мы говорим имена героев Мишкинского района. Мы говорим имя Загитова Гази Казахановича. И очень важно, что в день его столетия мы открываем этот замечательный памятник. Это Гази Загитов 30 апреля 1945 года одним из первых водрузил Красное Знамя Победы над Рейхстагом. Открытие памятника герою – знаменательное событие для двух республик. Трагических событий было достаточно в его жизни, но на сегодняшний день мы с особой гордостью можем сказать то, что мы возвеличили его имя, и справедливость восторжествовала. И столетие Гази Загитова – это символичный праздник, который еще раз объединит весь татарский мир. Скульптор памятника Гази Загитову Ильдус Закиров. Над монументом он работал 1,5 года. Памятник стал центральной экспозицией мемориального комплекса «5 героев». Была предложена такая идея создать памятник именно Гази Загитову, олицетворяющему подвиг не только этого героя, но и подвиги всех советских солдат, которые отдали жизнь за мирное небо над нашей головой. Хочу сказать большое спасибо. Рамиль Загитов, племянник Гази Загитова, вспоминает, в жизни дядя был скромным человеком, несмотря на все подвиги, которые он совершил во время войны. Простой деревенский парень, да, вот, дошел до самого очага там гитлеровцев. И вот поднялся он наверх. Это из тысячи, из миллионов один ведь. И это наш земляк, наш брат, наш дядя. Гордость, вот понимаете. На фронт Гази Загитов попал в самом начале войны, в июне 41-го. В одиночку взял в плен 10 фашистов и до своего главного подвига не раз побеждал врага на поле боя. До штурма Берлина у старшего сержанта Загитова уже были орден славы 3-й степени, медали за отвагу и за боевые заслуги. Мы его будем беречь и передавать из поколения в поколение своим предкам, рассказывать про него, что у нас, среди татарского народа был такой великий боец. Это для всего народа, потому что он для всех воевал. После войны он вернулся в родное село, работал в колхозе, был председателем местного самоуправления. Тогда о его подвиге практически ничего не было известно, но он иногда говорил односельчанам: «Обо мне еще заговорят». Гази Загитов трагически погиб в аварии в 32 года. Сегодня о его подвиге знает каждый. Вероника Гайнудинова, Милоша Латыпова, Рузель Имамов, ТНВ, Башкортостан. А в Казани жители принесли цветы к памятнику воину-освободителю. Прообразом памятника стал именно Гази Загитов. В Парке Победы прозвучали стихи военных лет. Красные гвоздики несли политики, общественные деятели, члены молодежных организаций республики. Молодежная ассамблея, которая объединяет представителей разных совершенно народов, вышла с проектом «Наши герои». И такое мероприятие, оно знаковое, наверное, в этом ряду, потому что 100 лет человека, который в первой штурмовой группе водрузил знамя победы над поверженным Рейхстагом. Герои вместе с нами, они живут столько, сколько мы о них помним. Поэтому это очень важно сквозь время пронести память о них. Марафон «Наши герои» — это действительно стихи, творчество, оно вечно, так же, как и память о героях. Поэтому ребята читали стихи, которые им нравятся. И вот сегодня несколько чтецов также представили свои выступления здесь. Вторые сутки в Марий-Эл борются с сильным лесным пожаром. На тушение брошены все силы. Очаг неподалеку от поселка Сосновый Бор. Он в 2 часах езды от нашей республики. Жители эвакуированы, огнем охвачено 600 гектаров. Его тушат с земли и воздуха. Один вертолет направлен и из Татарстана. Всего за сутки в стране ликвидировано 65 лесных пожаров. Горячее всего в Якутии, где сегодня 36 очагов. Грозит ли опасность Татарстану и в каких районах особенно напряженная ситуация? В репортаже Рамиля Галиуллина. С
Стена едкого дыма и пепла. Вторые сутки в Мариэл горит лесничество в Медведевском районе. На борьбу со возгоранием стянуты МЧС, лесоохрана и добровольцы. Но силы пока не равны. Площадь пожара 600 гектаров. В республике объявлен режим ЧС. Ситуация на самом деле очень такая достаточно критическая. Сколько смогли, потушили, вернулись заправляться. С огнем борются и с воздуха. В Мариэл из Ульяновска переброшен вертолет Ми-8 Минобороны России. Еще один борт направлен на помощь из Татарстана. Здесь в зоне действия пожара у нас присутствуют только спецсредства, силы. Огромное спасибо Республике Татарстан. Оттуда был направлен борт по линии МЧС. Также вооруженные силы Российской Федерации очень большую помощь нам оказывают. Крупный лесной пожар в Мариэл начался в ночь на 19 августа. Возгорание произошло в Куярском лесничестве, рядом с поселком Сосновый Бор. Населенный пункт всего в 100 километрах от границы с Татарстаном. Огромный столб дыма было видно даже из нашей республики. По предварительным данным, пожар начался из-за сухой грозы. Больше 300 жителей поселка самостоятельно покинули свои дома. Эвакуированы персонал и гости санатория Сосновый Бор. Ограничено движение по федеральной трассе Вятка. Мы его вроде как локализовали, но сильный порыв ветра он вытащил его моментально. На месте ЧП развернут оперштаб. Ночью глава республики провел выездное совещание. Обсуждали дальнейшие действия по локализации огня. Это не первое возгорание у нас в республике, не первое разгорание в этой географической точке, но это возгорание является самым сильным. Из-за усиления ветра лесной низовой пожар распространился уже до соседней деревни Студенка. Общая площадь пожара здесь составила 2000 квадратных метров. Сгорели 3 постройки, принадлежащие пилораме. Как видим, до основания выгорели и несколько автомобилей. Сейчас же огонь удалось локализовать. Удалось отстоять и жилые дома. Сейчас здесь спахивают землю на всякий пожарный. Страшно было. Ветер был сильный. Оттуда дуло. Со стороны Соснового Бора перекинуло через асфальт. Буквально минут за 15 нам. Все, там никто ничего не мог сделать. Как отметили в оперштабе, сегодня в Мариэл 5 очагов возгорания. Один из них в километре от поселка Таир. Здесь на борьбу с огнем вместе с МЧС, с лопатами и водяными ранцами вышли местные жители. Спасатели говорят, причина – человеческий фактор. Вот причина пожара – костер, непотушенный костер. Кто-то вот лежал здесь, отдыхал. Сейчас вот пытаемся лопатами закидать тлеющую траву. Нужна вода. Сейчас песком бесполезно. Его тушишь песком, он выползает и дальше идет. В Мариэл продолжают сражаться с огнем. В Татарстане также напряженная ситуация. Об этом заявил Алексей Песошин на заседании комиссии ЧС. В ряде районов возникла чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Это Муслюмово, Сарманово, Азнакаево, Кайбицы, Бугульма, Ютазы, Альметьевск, Заинск и Лениногорск. Зафиксировано 11 лесных пожаров. Выгорел 106 гектаров площадей. Тлеет полигон ТБО рядом с Арском. В Альметьевске сегодня вновь низовой пожар. 2 дня назад уже сгорели 10 гектаров молодых сосен. В Альметьевске это уже 4-й лесной пожар. Руководству района совместно с работниками лесного хозяйства нужно тщательно разобраться в этой ситуации и принять соответствующие меры. Данные факты говорят о низком исполнении наших указаний, принятых решений и вызывают обеспокоенность правильности выполнения всех ранее направленных решений комиссии. Спасатели отмечают, работу усложняет высокая температура и ветер. Малооптимистичен и прогноз синоптиков. Грозы и дожди местами ожидаются лишь в воскресенье. И по-прежнему будет жарко. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Мариэл, Татарстан. В Минздраве республики обеспокоены снижением темпов вакцинации. Как сегодня заявил Владимир Жаворонков, это может иметь серьезные последствия. Впереди осень, и сезонный подъем острых вирусных инфекций неизбежен. В сочетании с традиционным гриппом коронавирус может иметь очень тяжелые последствия. Избежать этого можно только с помощью прививки. Поэтому медики снова напоминают о необходимости вакцинации от ковид. Вакцина в Татарстане есть, в ряде поликлиник все 4 вида. Прививаться начали и беременные женщины. Мы с особым пиететом относимся к вакцинации беременных. Мы очень аккуратно стараемся здесь работать, и поэтому я бы все-таки советовал потратить время и дозвониться в поликлинику для того, чтобы или записаться, или проконсультироваться. Средние зарплаты в Татарстане. У каких работников в этом году выросли доходы? «Реальное время» проанализировало средние заработки на предприятиях. Читайте сегодня в интернет-газете. Праздник в честь двора. Жители поселка Осиново отметили окончание ремонта. На улице Майской появилось новое общественное пространство по республиканской программе «Наш двор». Жильцы многоэтажек его очень ждали. Здесь живут много молодых семей. В ближайшие 3 года в поселке отремонтируют 90 дворов. С учетом мнения жителей,
максимально, как они хотели бы видеть свой двор, где стоянка, где там лавки. Идет реализация в тех объемах, которые предусмотрены в программе. Я очень рад, что Осиново наряду со всеми другими городами в первых рядах по реализации этого проекта. В селе Мордовская Кармалка Лениногорского района идут масштабные работы по замене электросетей. Существующие были проведены еще в 70-х годах прошлого века и заметно устарели. После завершения работ сельчане могут быть уверены, аварийных отключений не будет. К реконструкции электрических сетей здесь приступили весной. Заменили старые деревянные опоры линии электропередач на бетонные. Протянули новый провод всего свыше 20 километров. Сейчас будут устанавливать комплектную трансформаторную подстанцию. Согласно инвестиционной программе сетевой компании, с апреля месяца 2021 года идет обновление сетей в населенном пункте Мордовская Карамалка силами Генеральной подрядной организации «Электронефтегаз». В рамках этой программы предусмотрено обновление сетей линии 0,4 киловольт, это около 10 километров. Заменяем старые линии 10 киловольт, около 2 километров, и замена 3 трансформаторных пунктов. Линия, на которой ведется реконструкция, по географическому положению принимает на себя много ветров. Здесь часто гололедное обледенение. В рамках проводимой модернизации заменят провода на самонесущие изолированные, что позволит избежать перехлестов проводов. Таким образом, модернизация обеспечит бесперебойным электроснабжением потребителей независимо от погодных условий. Сегодня у нас происходит монтаж КТП на новом месте. Старое впоследствии будет демонтироваться. Уроженцы села отмечают социальную значимость этого проекта. Новые линии как добрая примета для села, в котором, кстати, ежегодно проходит мордовский праздник Балтай, куда приезжают гости из разных уголков России. Были перебои раньше, линия была старая, и обрывы были, и интернет не тянул. Надеемся на эту новую линию. Люди будут получать качественную, бесперебойную, надежную электроэнергию. При этом предусмотрены автоматизация сетей. Будут впервые в Лениногорском районе установлены управляемые разъединители и автоматические выключатели, реклоузеры, что повысит надежность электроснабжения данного населенного пункта. Стоимость проекта на данном участке сетей составляет 24 миллиона рублей. Работы планируется завершить уже в сентябре. Филюза Ахмедуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район. Благоустройство дворов и строительство дорог – это лишь некоторые темы, которые жители Татарстана сегодня озвучили кандидату в депутаты Госдумы Александру Терентьеву. Обращения поступили через сервис «Мой депутат Единой России». Особенно остро в это засушливое лето стоит вопрос нехватки питьевой воды. В Дрожжиновском районе в одном из населенных пунктов люди начали забивать скот, говорит один из жителей. Мужчина из Спасского района сообщил о дефиците врачей в местном фельдшерском пункте. Предлагается по большинству обращений включать данные заявки по соответствующей программе для реализации и в последующие годы. Глава комитета по образованию партии «Новые люди» Артем Соловейчик сегодня провел в Казани общегородское родительское собрание. Встреча с родителями прошла в рамках автотура по городам России. О чем говорили, расскажем в нашем сюжете. Артем Симонович, сторонник гуманной педагогики. Артем Соловейчик в Казани в рамках автоэкспедиции по городам России. В его маршруте 50 городов. Этот путь эксперт современного образования и воспитания уже проходил 20 лет назад. Цель этой поездки – сравнить условия жизни, увидеть, как они изменились, и пообщаться с родителями. Я занимаюсь образованием всю мою жизнь. Я продолжаю делом своего отца, известного педагога, писателя, журналиста Симона Соловейчика. В конце 90-х, в 99-2000 году я на автобусе проехал от Москвы до Владивостока, чтобы увидеть, как живут школы. На городском родительском собрании Артем Соловейчик узнал, какие проблемы волнуют людей, что им важно изменить. Родители смогли задать свои вопросы. Я понимаю, что проговаривая многие вещи вместе, мы слышим то, что говорят на местах жители городов, и то, что мы предлагаем, и находим, мне кажется, как сегодня мы нашли пару очень интересных решений вместе. Из Казани Артем Соловейчик отправился в Уфу. Автоэкспедиция завершится во Владивостоке в сентябре. На этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru.
Сейчас или дороже. В августе берите Nissan от 999 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре РРТ. Звоните 4 5 3 единицы. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Специальные условия для пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. В Республике Татарстан дан старт 9-му ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте btzm.ru. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Начинайте получать пенсию на карту «Забота». Вернем до 1000 рублей от покупок лекарств и продуктов. Оформите карту на сайте akbars.ru или в офисах банка. 27 августа выставка продажи товаров для здоровья в Казани. Новейшие аппараты для лечения дома и витаминные комплексы. Все для решения проблем со сном, с мужским здоровьем и болях в суставах. Приходите 27 августа в ДК «Химиков» с 10 утра до 14:00. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь август в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ по пакету «Эконом» всего 990 рублей. Дорогие любители театра, ко Дню города и республики театр Камал подготовил традиционный подарок. С 25 по 29 августа на сцене 5 самых популярных спектаклей. Билеты в продаже для зрителей старше 12 лет. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Данила Мастер. Памятник за 7 дней. 202 38 32. Здравствуйте! В республике хозяйничает знойный антициклон и пока не спешит сдавать своих позиций. О погоде на 21 августа после полезной информации. Не откладывайте заказ вашего нового шкафа-купе. Закажите его в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца августа доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект шкафа в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облаков станет больше, но на термометрах все те же 38 и без осадков. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге воздух так сильно нагревается днем, что даже ночью не успевает остыть, до плюс 25 в ночное время. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше очень жарко, плюс 40 днем. В наших краях такие высокие температуры – настоящее исключение. Пышущая зноем погода в Варске, в Кукмаре, Балтаси. Облака скроют солнце, но осадки по-прежнему не ожидаются. На юго-западе, в Болгаре, Дрожжаном, Буинске облачно, но сухо и жарко. Просим метеозависимых людей быть внимательными к своему здоровью. Знойный и неподвижный антициклон задержался и в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше. Тут также плюс 38 и без осадков. Холодные воздушные массы не могут пробить небо Татарстана, но в последующие дни ожидается небольшое понижение температуры, правда, всего на пару градусов. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. В Казани облачная погода с прояснениями. Днем синоптики обещают до 36 градусов жары. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 32%. Магнитное поле Земли спокойное. Народные приметы обещают теплую и сухую осень, если в августе осадков мало. Третий летний месяц был щедр на зной, но жаден на осадки. С надеждой на добрую осень ждем понижения температуры до комфортных значений. О погоде все. До свидания.